Не, ну там просто ситуация другая, понимаете? Там государство есть, понимаете? Домой приходит этот бала, он везде как бы турчи лафете, русча, и все. Меня зовут Алим Куртметов, я музыкант, исполнитель. Мне очень повезло с моей семьей. Моя семья тесно связана с музыкой. Мой Рамет Лехарбаба, он играл на скрипке, и его умение передалось его детям. Соответственно, мой отец играет на аккордеоне, мой первый МЖшка играет на ударных, а второй играет на скрипке. И, конечно же, и моя хартанашка тоже связана с творчеством, я имею в виду, имеет музыкальный слух, поет, а также моя Анашка, она тоже заканчивала факультет хорового дирижирования. У меня даже в жизни не было шанса разглядеть какое-то другое направление, так как вся моя жизнь с самого детства была тесно связана с музыкой. И я не рассматривал вообще другие какие-либо варианты в своей жизни. Ну, в нашей семье не хватало исполнителей на духовых инструментах, и отец, долго не думая, отправил меня в музыкальную школу на духовой инструмент. Мой первый педагог — замечательная женщина Евгения Владимировна Кураж, преподаватель первой музыкальной школы в Керчи. Я ей очень по сей день благодарен, и по сей день мне очень приятно то, что именно она была моим первым педагогом. Любое выступление — это опыт. И, конечно, в музыкальной школе наша деятельность больше была направлена на участие на международных конкурсах и фестивалях. И именно благодаря этим конкурсам мой опыт возрастал. Я стал себя чувствовать комфортнее как музыкант. Я закончил музыкальное училище, музыкальную школу как кларнетист. То есть мой основной инструмент — кларнет. Но был период жизни, когда я увлекался джазом. И я сейчас увлекаюсь джазом и стараюсь играть как на саксофоне, на флейте. То есть саксофон различного вида. Я играю на альт, саксофоне тенор, иногда сопрано. А также был период жизни, когда я учился народной музыке за границей и обучался там именно народным фольклорным инструментам, такие как хавал, балабан, зурна, ней. Мне повезло то, что я учился в Турции, и у меня были прекрасные учителя, которые помогли мне с освоением этих новых инструментов. И новых инструментов для меня, и забытых здесь в Крыму, но не новых для самих турков, да, потому что у них практикуется игра на этих народных инструментах. Очень много специалистов, мастеров, то есть специальные ателье, которые делают эти инструменты народные. Это большая редкость, и я даже не знаю, можно ли это будет когда-нибудь увидеть в Крыму, то, что у нас будут мастера по изготовлению таких инструментов. У меня было большое желание научиться играть на этих инструментах. Это была одной из больших причин, почему я именно поехал в Турцию. И мне повезло, я попал в хорошее окружение, в окружение хороших, правильных людей, где игралась такая народная музыка. Эти люди меня свели с мастерами, то бишь с учителями, и, получается, они начали мне преподавать, рассказывать о особенностях инструментов, и особенностях тембра, звучания строев инструментов. И я это все набрал и привез это все в Крым. И сегодня, если перечислить только мои народные инструменты, у меня порядка там, 10, 12, 13 народных инструментов имеется. И, конечно, здесь я применяю их по возможности, даже на свадьбах. А также я являюсь участником ансамбля «Крым», где у меня есть возможность тоже исполнять мелодии на этих инструментах. Вся моя сейчас деятельность, именно заработка, конечно, она направлена на свадьбы, а саксофоном более такой инструмент, близко подходящий к данному мероприятию за счет своего тембра яркого. И, конечно, больше спроса именно на этот инструмент, если мы говорим о свадьбах. Я никогда не думал, что я буду писать музыку, пока не столкнулся с написанием своего первого альбома, где я
написал свою первую авторскую композицию. И судя по отзывам людей и музыкантов, это получилось довольно-таки неплохо, поэтому я стараюсь развиваться в этом направлении. И я сметился, хочу еще один альбом написать, где уже больше будет композиций именно моих личных, авторских. Я сейчас являюсь участником ансамбля «Несель». Мы с ребятами начинали свою деятельность еще в те времена, когда я учился в музыкальном училище. Это с 2011 по 2015 год, если я не ошибаюсь. И на почве этого мы хотели создать свой коллектив, играть и пытаться как-то популяризировать нашу народную музыку. Но пришел момент, то, что после окончания училища мы все решили, то, что будем поступать куда-либо и учиться, уезжать. В связи с этим мы как-то так временно прекратили свою деятельность. И вот спустя 5-6 лет, уже с новым опытом, с новым знанием, мы вновь попытались собраться, возобновиться и опять же продолжать ту деятельность, которую продолжает именитый наш ансамбль, совмещение фольклорной музыки с элементами разной другой музыки, например, джаз, фьюжн и так далее. Я недавно был приглашен одной очень известной на нашей крымской земле вокалисткой. Это была Сусанна Ханум, Джамала, и мы поехали в Киев и приняли участие в одном очень грандиозном проекте. Большая, на самом деле, честь для меня участвовать и играть с ней, и познакомиться с таким количеством музыкантов, которые ее окружают. И в любом случае, уже возвращаясь сюда, я опять же полон этой энергетики, которую там почувствовал. Безусловно, это то, что делает артиста еще опытнее и профессиональнее. В Крыму исторически здесь много народов было, да, как бы, и мы, крымцы, остались под влиянием этих других этносов. То есть в нашей музыке можно и заметить и турецкие мотивы, и греческие, и, например, даже румынские, да, есть, то есть разные ритмы, абсолютно как бы интересное звучание, на самом деле, как вы подметили. Но все равно схожесть есть в музыке, да, и как бы копая глубже, мы все равно приходим к тому, то, что именно смесь этих этносов и породила нашу новую музыку, я так считаю. Когда мы говорим о крымско-татарской музыке, мы должны вспоминать о крымско-татарских инструментах. Что на сегодняшний день является крымско-татарским инструментом? Если был такой профессор, если я не ошибаюсь, это его слова, Имханицкий, он говорил то, что если музыкальный инструмент вливается в народ и остается в народе на протяжении 4 поколений, то его можно считать народным. То бишь, что произошло с такими инструментами, как аккордеон, труба, кларнет и скрипка. То есть эти инструменты в нашей музыке не так давно, и им не больше 100 лет. Что было до этого, да, и какие инструменты были популярны у нас за последние 300-400 лет. И можем смело сказать то, что это были инструменты такие, как саз, такие, как балабан, такие, как хавал, такие, как ней, кеманче, понимаете? А эти инструменты уже не обладают тем тембром, которым обладает нынешний современный крымско-татарский инструмент, понимаете? То есть у этих инструментов тембр своего звучания, он уже уводит нас, как будто это не крымско-татарское, а это какое-то турецкое, армянское и так далее, понимаете? И нельзя делать из этого вывод, надо чуть-чуть копнуть глубже в это все. То есть разобраться то, что у нас были лады. А если были лады, значит были инструменты, на которых исполнялись эти лады. То есть инструменты не темперированного строя. Да? Например, если возьмем саз, то есть там есть четвертона, комы, точнее, которые подходят для нашей музыки идеально. На аккордеоне, например, нет этих звуков, этих четвертонов. Но за счет того, что этот аккордеон на протяжении 4 поколений уже влился в наш народ, он считается народным, понимаете? И сейчас то же самое, если ты будешь играть на сазе,
оно уже будет мы не привыкли к этому, понимаете? Поэтому я к таким разговорам, то, что отуречивание, балканизация, давайте поговорим о современной музыке, да? Мы же смотрим то, что идет перемена жанра. Музыка не должна останавливаться, понимаете? Есть различные коллективы, которые играют в народном стиле, вот фольклорном, акустическом. Вот был прекрасный ансамбль АТР, где игралось все в таком акустическом стиле, в народном, без применения всяких стилей и так далее. Да? Но сегодня в современном мире, без того, не экспериментируя с музыкой и сочетая ее с различными жанрами, это невозможно. Это невозможно держаться на плаву. Если мы говорим о том, чтобы дать музыке, нашей музыке жизнь, то мы, безусловно, будем возвращаться к тому, чтобы совмещать ее с какими-то различными жанрами. Потому что если мы сделаем такой анализ, то что именно большие жанры влияют на людей. Понимаете? Именно такие, как поп-музыка, где-то джаз влияет на людей, классика, как бы фольклор. Я не думаю, то, что многие люди берут, включают там ирландский фольклор и слушают его просто, ну вот, нравится. Но если он будет в какой-то обработке с какими-то элементами, это зайдет. На сегодняшний день красноярская музыка в таком, как вам сказать, не очень радостном положении. Да? Есть определенная стагнация в этом плане. Когда мы говорим про музыку, про положение музыки, мы можем даже сказать о положении культуры в целом, понимаете? Потому что музыка — это не как составляющая, большая составляющая культуры. Когда мы ездим по концертным различным городам, мы видим то, что, играя даже фольклор, это не всегда бывают полные залы. И даже люди, которые приходят на концерт, они не всегда подпевают как бы артистам. Это дает вывод того, что они не знают, о чем поется, они не знают слов песни, то есть языка они понимают. Они просто воспринимают музыку как какую-то мелодику, которая ложится к ним на слух. Но вот этого контакта близкого, знаете, максимум это ощущается, когда они хлопают в такт. Да? И то есть можно проанализировать то, что как фольклор, он уже теряет свою особенность, когда можно собраться в кругу близких друзей и начать петь какую-то старинную песню, и все ее быстро подхватят и начнут вместе подпевать. На это много причин. Да? Как бы первая причина — это незнание языка, получается, незнание песни, нет у людей интереса к народной музыке. И когда такая ситуация происходит из народа, то о каком положении можно о музыке говорить в целом? Наша музыкальная индустрия как бы в основном ориентируется на свадебный репертуар, коммерческие треки, представляющие как бы такой интерес. Ну, понимаете, да, о чем я имею в виду? Много артистов сейчас выпускают именно треки с целью для того, чтобы людям это понравилось, и их пригласили, они смогли как-то на этом красиво спеть, украсть мероприятие. А если мы говорим о чем-то таком более серьезном, то я считаю то, что пока этого нет. Музыкальное содержание, а оно какое? Оно такое, какое требует народ, понимаете? Музыканты, они как бы просто исполнители. Мы являемся на свадьбах исполнителями. То есть мы сидим, нам говорят, сыграйте нам хайтарму. Мы играем хайтарму. Раз время проходит, поставьте нам там маруф. Мы ставим маруф, пожалуйста. Мы просто исполнители на свадьбе, понимаете? Мы не можем диктовать правила на свадьбе, потому что диктуя, если каждый музыкант начнет диктовать правила, он просто испортит свадьбу, понимаете? Потому что у нас у всех музыкантов есть свои внутренние амбиции, и мы все амбициозны в плане того, что творится на свадьбах и какая музыка. Если нам скажут играть только крымско-татарскую музыку, да, мы будем просто рады играть только крымско-татарскую музыку на свадьбе. Понимаете? Но ситуация совсем меняется, и время диктует правила. То есть я в начале нашего разговора сказал то, что даже в Турции свадьбы проходят зарубежной музыки. То есть этого фактора и этого влияния на фактор его не изменить. И у нас это не то, что тоже происходит, но это, к сожалению, и доминирует на свадьбе, когда мы говорим о свадебной музыке. Очень страшно иногда становится, потому что
У нас есть различные представители, профессионалы в нашей музыке и различные мастера, теоретики. И глядя на их тоже положение, как они об этом говорят, и их психологическом положении, где-то финансовом, где-то моральном, то мы, как молодое поколение, смотря на них, иногда тоже опасаемся того, что мы не знаем, что нас ждет через 20 лет, понимаете? И если бы у нас был у молодых исполнителей какой-то пример, которым, вот, например, все люди восхищаются, все его преподносят, а у нас много людей, как я считаю, именно музыкантов, есть непризнанные гении крымско-татарского народа. И когда так с гениями обходится, то, глядя на это, у некоторых даже могут упасть руки к чему-то, чтобы что-то делать. Я записал свой первый альбом, у меня была такая возможность, и я применял там различные жанры, то есть импровизировал, играл импровизации, ну, в ладу, все как положено, все было народное, как бы, с элементами, разными элементами, да, как бы, где-то элементы джаза, где-то фанк был и так далее. И потом, слушая критику от разных людей, мне говорили, зачем ты совмещаешь там турецкую музыку с нашей, когда я просто играю нашу музыку чуть-чуть по-другому, как бы, она имеет же варианты исполнения. Все не бывает ничего статичного в этом мире. Поэтому критика должна способствовать тому на улучшение качества артиста. Она должна помогать ему. И я вообще очень часто и звоню даже этим экспертам, спрашиваю с ними, советуюсь. И мне только приятно, если мне люди только будут наставлять на то, чтобы я делал меньше ошибок и указывали на то, где я был неправ. И это сделает мне только еще как бы опытнее. Я только это благодарю. То, что у меня есть на самом деле сегодняшнее окружение людей, не побоюсь того слова, экспертов, к которым я всегда прислушиваюсь, которые для меня важны как человек мнения. Стараться найти пути популяризации своей музыки именно на свадьбе, да. У нас есть прекрасные исполнители, у которых на самом деле это очень хорошо получается, и они люди приглашают их на свадьбу, они поют песни на крымско-татарском языке. Да, там в песнях может быть заимствована ритмика, например, какая-то балканская, или вот есть ребята, которые в хип-хопе, например, поют, да, но это что же у нас такого не было, но песня-то как бы наша и в современном просто стиле, да. Просто искать подход именно в создании нашей песни и как-то путем именно нашей песни влиять на людей. Немаловажный фактор является, конечно, наличие языка именно в песне, которая поется. Мы, к сожалению, сейчас больше, наверное, даже думаем на русском языке, чем на крымско-татарском, и он нам более восприимчив, если анализировать сегодняшнее положение языка. И, конечно же, в песнях, когда поются на русском языке, мы можем себе, сразу слушая песню, рисовать эту картинку, и она на нас влияет, мы как бы в этом образе этой песни находимся, и она как-то влияет на наше подсознание. Когда музыка как крымско-татарская, мы просто воспринимаем как бы мелодическую линию песни, ну вот красивая музыка. То есть мы не говорим красивая песня, ну красивая музыка, которая влияет. То есть мы не можем именно в онлайн времени, чтобы эта песня на нас повлияла, мы должны ее перевести, понять, о чем-то так поется, понимаете? И это очень сильно важно. То есть, когда мы говорим о популяризации крымско-татарской музыки на свадьбе, надо задать вопрос о популяризации вообще крымско-татарского этноса в семье, понимаете, я так считаю. Я считаю, национальной идеей должно быть, как бы, не зря, да, вот говорили предки наши, «Бірлік болмақ керек», объединение. То есть сегодняшняя ситуация показывает на то, что мы, как крымские татары, разделены по политическим признакам, по религиозным признакам, понимаете, у нас много факторов, которые способствуют нашему делению. Но надо взять пример лучшей практики. У нас есть очень много народов, живущих здесь в Крыму, да, и как бы, которые умеют держаться вместе, которые болеют друг за друга.
Я считаю, объединение — это должно быть наша цель, понимаете? То, что несмотря ни на что, несмотря ни на разные взгляды, пусть будут религиозные, политические, мы должны преследовать какую-то одну цель. Это объединение, которое будет способствовать нашей популяризации, да, как народа. Цель, она может быть как бы большая, но все начинается с народа и все начинается с семьи, понимаете? Если мы будем детям своим внедрять то, что мы не просто появились на эту землю, как крымские татары, то, что Аллах так распорядился, то, что Он поделил людей на народы, и мы должны все знать, мы должны знать свои корни, историю, то, что это не просто так, и вот есть другие народы, есть другие этносы, но у нас есть это, и заставить людей, заставить своих детей находить краски в этом и какой-то интерес. Потому что говорить о государственности какой-то, это еще очень рано, должно много обстоятельств случиться, чтобы это получилось. Не давать чувствам преобладать над разумом, это зачастую бывает, и сопереживать, уметь сопереживать за других, понимаете, когда я не должен спокойно есть, когда моему брату плохо, когда он где-то сидит или еще что-то там с ним случается. Когда дело коснулось кого-то из народа, то это и меня тоже коснулось. Мы не можем такую позицию принять: моя хата с краю, ничего не знаю. Если человек этим не будет болеть, то как бы я не знаю, для чего он живет тогда вообще.